Мгм. Добрый день. У нас сегодня в гостях Мирбек Ишалиев, дипломат, экс-консул Кыргызстана и Южной Кореи, футболист, мастер спорта по футболу, игрок Алги, да? Спасибо, да. Спасибо. Но мы сегодня не про футбол, а про дипломатию. У нас в Душанбе посольство. Да. Чем консульство отличается от посольства? Главное. Ну, я сам работал консулом в Южной Корее. И разница в том, что посольство возглавляет посол, который получает агриман со стороны пребывания, да, как бы. А консульство возглавляет консул. Ну, есть консулы, которые при посольствах. Ну, я был как консул Кыргызской республики, возглавлял там, руководитель был консульства. И разница в том, что консул получает экзекватуру от государства. Не агриман. Не агриман, а да, разрешение легче, на своей деятельности. Угу. Вот. И разница в том, что консульство также занимается всем. И защита прав граждан, и экономика, и образованием. Единственное, что он не занимается политикой. А, вот это самое главное, да? Да, да. Посольство занимается плюс ко всему Да, да. политикой, а консульство без политики все остальное. Все остальное, да. Ну, также на развитие двусторонних отношений также. Конечно, да. И вот смотрите, в Душанбе у нас посольство. Да. Оно должно политикой заниматься, да? Конечно, конечно, да. Вот. Конечно. И почему вот многие специалисты, пограничники, эксперты говорят, что из анклава Ворух за много дней до начала конфликта вывозились, эвакуировались женщины и дети, то есть готовились. Да. И стягивалась техника границы. Да. Посольство, вот вы знаете или не знаете, сообщало об этом в Бишкек? Ну, насколько известно нам всем, наверное, оно ничего не сообщало. Ничего прямо? Наверное, мы бы, назнали и средств массовой информации, и, по крайней мере, наши бы вооруженные силы, войска и население были бы готовы к той агрессии, которая состоялась со стороны таджикской стороны. Вот, поэтому, я так думаю, она была не в ведении. И, хотя посольство это и есть глаза и уши государства. Оно должно было знать, оно должно было сообщать, писать, информировать центр, что готовятся вот такие подозрительно акты, да, что там. Да. Ну, этого не произошло, как бы. И я так думаю, это, наверное, вина посольства, как бы. И посла. Персонально. Ну а что вы хотите, если у нас там посол, пенсионер сидит, которому 73 года уже. Ну, можно быть и 90 лет, но если человек активный и знающий дело. Ну, вы знаете, там я все-таки думаю, что наполнение посольства должно быть и таким, соответствует уровню взаимоотношений двух государств. Ну, если у нас спорные территории, если у нас недоверие, постоянные конфликты, значит, и подбор кадров должен быть соответствующий в посольстве, в том числе и руководителя. Я думаю, что, наверное, он должен иметь какое-то специальное военное образование. Не просто дипломат, а военный дипломат, да? Ну, скажем даже так, да. Военный дипломат со специальным образованием даже. И тогда бы, возможно, мы бы имели информацию какую-то до этого, предупреждение, что вот готовятся такие провокации на границе. А вы знаете, в этом посольстве в Душанбе военные атташе были? Есть? Ну, я точно вам сейчас не могу сказать, потому что я там уже не работаю. Вот. Ну,
какие-то Ну, специалисты. по крайней должны- мере, я знаю, что у нас там небольшое посольство, как бы, хотя по логике вещей, с таким соседом, вообще, который может напасть в любую минуту, тем более соседние государства, мы должны иметь хорошее полноценное посольство. Лучше даже, чем в Европе, там, в Германии там, или в Бельгии, потому что это наши соседи, это наши приграничные, так сказать, страны. Поэтому мы должны там все отслеживать, во-первых, и во-вторых, сотрудничать по всем направлениям. Это приоритет нашей внешней политики, безопасность с нашими приграничными соседями. Тем более, это- что постоянно происходят конфликты. Постоянно происходят, там- да, конфликты, поэтому безопасность государства начинается с прилегающих границ. А потом уже идет как бы на региональном уровне, там уже там, СНГ, ШОС, и дальше уже как бы через международные организации, ООН, ОБСЕ. Вот. Но мы-то живем с соседями, а не где-то с Америкой или там с Бельгией, скажем так. Поэтому это надо уделять большое внимание. Особое внимание. Особо, да, нашим, так сказать, загранучреждениям, граничащих с нами. Ну вот про международные организации вы сказали. ОДКБ, коллективная безопасность, мы про эту организацию уже много достаточно говорили. Кыргызстан и Таджикистан оба являются членами организации договора о коллективной безопасности. Несмотря на это, конфликт произошел. Организация не совсем выполняет свои функции. Но вот Кыргызстан является членом Евразийского сообщества, да, ЕАЭС. Да, А Таджикистан не является. Почему? Ну, вы правильно подчеркнули, что Таджикистан он не является членом ЕАЭС. Членами ЕАЭС. Его не принимают или он не хочет? Я так думаю, что у руководства Таджикистана пока нет желания входить в этот союз. Вот, ну, потому что, наверное, есть какие-то интересы коммерческие, потому что ЕС это же все-таки экономическая структура и с национальными немножко органами. Вот мы являемся членами ЕС, у нас везде на границе нас мониторят постоянно, комиссия ЕС. Маркировку вводят электронно Маркировку, фитосанитарные, так сказать, требования грузов, вплоть до ГЛОНАССа сейчас хотят они да? внедряются, да. А Таджикистан это страна, которая занимается контрабандой на государственном уровне. На государственном. Да, вот весь бензин, который идет от нас, Узбекистана, вы видите, он идет в Таджикистан. Хотя, казалось бы, по логике вещей, руководство должно, заботиться о своем народе, государстве, да, как бы, войти в этот союз, ну, как мы члены, и беспошлино торговать с соседями, и цены, естественно, ниже были бы, как бы, ну, все как бы для народа. Но руководство Таджикистана, мне кажется, об этом не думает, они думают, как бы, больше заниматься контрабандой и наркотрафиком. Вы не забывайте, что внешние границы также Таджикистан имеет и с Афганистаном. Ну, там в районе Хорога, как бы, что ли, где-то там. Вот. Если они входят в ЕС, тогда, естественно, сразу граница ЕС передвигается в сторону Афганистана. И, естественно, начинается контроль границ внешних стран ЕС. И начинается уже там на границе Таджикистана и Афганистана. Над национальными структурами. Над национальными структурами комиссии ЕС, вот, нас же мониторят постоянно, нас заставляют. Евразийская комиссия, да? Евразийская. Также и будет и с Таджикистаном. И тогда весь транзит наркотрафика, может быть, тоже уже как бы, будет под вопросом. Ну, кыргызские контрабандисты тоже от этого выигрывают. Они получают беспошлинно, ну, скажем так, по более низкой цене
горюче-смазочные средства из России, допустим, а потом контрабандой продают в Таджикистан, и поэтому вот даже во время боевых действий, буквально сразу, как только перестрелки закончились, там уже очереди были этих бензовозов. Ну да. На границе. Да, занимаются. Ну, там, видите, как-то есть и лазейка, что у нас якобы на юге производят тоже горюче-смазочный механизм, Джалабадский нефтеперерабатывающий завод, как бы, да? Ну, это немного от Баткена далековато, но всё Вот, равно. и якобы мы там свой продаем. Да. Некачественный. Ну, некачественный. Ну, по объемам мы уже как бы недалеко, уже не только свои, но и чужие мы как бы продаем горючее. Ну, как вы сами сказали, и все видели, что еще не остыла земля, так сказать, от войны уже стояли Колонны. колонны Бензовозов, бензовозов, которые да, через границу через хотели границу, да. проехать, да? Да. Конфликт начался, ну, всегда он бывает, часто бывает из-за воды, да, водозабор вот головной, то, что вот около села Кукташ. Водные ресурсы, почему Кыргызстан и Таджикистан, ну, есть договора, да, они не выполняются, или эти договора сами не совсем хорошие, как вы считаете? Ну, по воде это отдельная тема, как бы, и это действительно тоже касается и границ, в том числе. Я бы, наверное, хотел вам привести вот пример. Недавно по телевидению мы все видели, как на юге вот наши сограждане бастовали против заключения договора. Вот наша комиссия во главе с Ташиевым, да, как бы сейчас работает над демаркацией границ с Узбекистаном. И меня удивило, что собравшиеся люди там, горячие головы, говорили: мы не дадим воду, мы перекроем эту воду. Вот мы контролировали столько лет воду, ну там с Узбекистаном было, в сторону Узбекистана, мы ее и будем контролировать. Я думаю, что с этого надо и начинать нашим руководителям, разъяснять людям, что есть международные водные конвенции, которые под эгидой ООН, мы же являемся членами также ООН, как бы, поэтому мы должны их соблюдать. Там Вот так нельзя заявлять, мы не дадим воду. Там черно по белому, да, как бы написано, там есть свой кодекс правил игры, вот, именно вот конвенция по использованию трансграничных водотоков, есть такая вот в 92 году, одна из глобальных, там, вторая есть, которая использование несудоходных рек и озер. Вот. Там четко прописано, что страна как бы не имеет права взять вот и перекрыть воду нижележащим странам, соседям. Как бы. Все должно быть на условиях договоренности, заключения договоров. И вода, там как бы красной нитью она пронизана, эта конвенция, что она должна быть, не должна быть предметом спора, войн и конфликтов, она должна быть как бы источником сотрудничества и использована во благо всех людей, которые в этом бассейне проживают. Я к чему это говорю? Ну, мы должны поменять свой менталитет тоже. Мы не должны так говорить, что мы сейчас закроем. Это будет нарушение международных норм. Мы должны договариваться и использовать эти договоренности в своих национальных интересах. И просто в свое время когда-то, ну, какие-то чиновники, помните, при Акаевиче сказали: мы сейчас закроем воду, мы ее будем продавать. Ну, вода не является товаром, на нее нет цены, как на газ, как на нефть, которая вот на лондонской бирже. Ею должны пользоваться все. Но мы, как государство, которое находится в верховье, да, мы имеем преимущество, как бы, да, но мы не имеем права перекрыть и так говорить, что мы дадим или не дадим, сколько там это. Мы, наоборот, должны это повернуть в свою сторону. И поэтому мы в этом плане как-то должны, наоборот, помочь вот нашей комиссии во главе с Ташиевым, который сейчас занимается границей, да, как бы там,
и пойти какие-то, возможно, на компромиссы. Любое деление границ — это вопросы компромисса. Поэтому пока протоколы готовятся, мы их не читали. Они должны прийти в правительство, должны прийти в парламент, и эксперты должны, и в том числе и население изучить, тоже в плане и населения юга, как бы там, да. А вот так вот говорить, что чтобы комиссия прекращала свою работу, их надо уволить, что мы воду не дадим, так нельзя. Поэтому надо какую-то работу, ликбез проводить, разъяснять людям, да, что есть международные водные конвенции, и мы их обязаны соблюдать в том числе. Ну и по всем другим вопросам, по границам, вот Ташиев вы упомянули, ездят по районам, и он даже вот много же говорил, например, вот в марте он был в Баткене, что готовьтесь к болезненным решениям, некоторые вопросы будут болезненными, мы где-то должны уступить, где-то должны, но зато в другом месте мы приобретем, и вот если вот здесь мы что-то уступаем, это не значит, что мы совсем уступаем, это потому что мы в другом месте получаем. Поэтому вот из-за этого одного локального места, которое мы уступаем, не надо поднимать шум, и вот точно так же, как с водой. И, кстати, вот водозабор, этот головной, с которого берет начало этот канал, водный канал Каирма, началось-то из-за чего? Что в феврале сказали наши высокие чиновники, что мы его потеряли. Но общество не видело, не слышало, в парламент не приходило такое соглашение на ратификацию, что передали этот водораздел головной, да, или узел, как он там называется, водораспределяющий узел, передали кому-то. Из-за этого было очень много митингов. Как эти вопросы должны были бы решаться? Ну, насчет передачи, что это уже таджикам передали, такой информации, кажется, официально не было. Официально нету. Ну, по крайней мере, наш флаг там стоит, вот, показывали по телевидению во время как бы военных действий. Наш флаг стоит. Это наша территория, и эксперты заявляли, что еще в советское время, когда делили, это водозабор отошел нам. Единственное, что там было, что были подписаны какие-то протоколы. Ну, там, опять же, наверное, в рамках вот этой конвенции, может быть, там, это, я не знаю, там, сколько-то процентов идет Таджикистану, сколько-то там Узбекистану, как бы там это. Вот. Поэтому я так думаю, что головной забор пока наш, и будет наш, наверное, да, как бы. Де-факто. Но если де-факто, де-юра мы еще это не видим. Если даже кто-то что-то подписал, то это как идет международный договор, и естественно, он должен пройти ратификацию в парламенте. После этого только он должен вступить в силу. Ну, если этого не было, если этого мы не слышали, значит, это документ как бы неофициальный. Он не имеет юридическую силу. Вот, каким бы он ни был, официальный, неофициальный, не прошел еще, не вступил в силу, но если он подписан, то это уже, наверное, для тех, кто подписал со стороны Кыргызстана, они совершили преступление. Я полностью с вами согласен. Если они подписали, при этом, что не посоветовавшись, так сказать, не пообсуждая эти проблемы ни в парламенте, ни в народе, и келейно все это сделали, ну, наверное, надо будет как бы расследовать, разобраться. Ну, и таджикская сторона, я думаю, должна предъявить какие-то документы на этот головной забор. Ну, началось-то с чего вот это забрасывание камнями, что 28 апреля пришли со стороны Таджикистана какие-то технические люди, стали устанавливать видеокамеры. Просто так вот на чужую территорию, наверное, они бы не пришли. Ну, конечно, были, наверное, какие-то проблемы. Были проблемы, но эти проблемы нужно было все-таки решать дипломатическими методами, а не так дикими и варварскими методами прийти за спиной и с оружием
с тяжелым оружием и Ну, это стрелять потом, в местных, да, потом жителей, да. конфликт. А вот начало-то было, они пришли, и если это их по какому-то договору, по какому-то соглашению, они считают, что это их собственность, они должны были показать эти соглашения, да? Если это не их, они должны были попросить, наверное, разрешение, что вот давайте мы совместно будем видеонаблюдение вести, или там поделитесь с нами, там, или что-то такое. Но сам факт вот этот, он может говорить о том, что там непростая ситуация. Ну да, непростая. Здесь можем только думать и гадать, была ли это провокация или намеренная, так сказать, акция. Потому что многие говорят, что они уже до этого готовились, так сказать, к агрессии, вывозили там, вот, как вы говорите, заваруха своего населения, да, как бы там это. Вот. Ну, повод они всегда нашли и найдут. Вода это всегда повод на юге была и будет, как бы. Кроме посольства, какие еще структуры? Наверное, разведывательные структуры, там ГКНБ там имеется, да, представители, которые, они должны были эти дела отслеживать, что вот даже если там военная техника не стягивается, а общее напряжение растет, настроение нагнетаются, какие-то сообщения должны были сообщать, а если они сообщали, но в центре, в Бишкеке, не принимали решения, то преступники сидят в Бишкеке тогда. Ну, мы это только можем гадать, наверное, сообщали или не сообщали, как бы, ну, по крайней мере, мониторинг должен быть со стороны наших силовых структур. Да. Мы должны знать об этом, в том числе и посольства, в том числе и местные там заставы, скажем так, да, как бы должны. Органы. Да. Ну, это будет для нас хороший урок для наших вооруженных сил, что надо реформировать, надо иметь сильную армию, надо всегда быть наготове. И нет у нас союзников. У нас есть только союзники наша армия и наш народ. Как бы, вот. Поэтому мы должны на свою силу только надеяться и все время быть начеку. И в конце концов надо все-таки решать проблемы границы. Вот 30 лет, вот, говорят, не решается, никто не берется за это. Я вот опять же хочу сказать вот, в поддержку вот, комиссии возглавляемой Сташиевым, да, что она вот начала, новая власть пришла, они хотят, есть желание. Самое главное, есть желание у Узбекистана тоже. Там тоже адекватное руководство, как бы, они готовы решать эту проблему, готовы идти на уступки. Они уже и земли там как бы предлагают, Меняется. в отличие, да, от таджиков. Я думаю, таджики это уже второй шаг как бы будет. Но вот с Узбекистаном нам, пока есть у них желание разговаривать с нами, идут на какие-то компромиссы, мы тоже должны идти. И по заявлению комиссии, что там, ну, почти там 100%, там это, ну, мы должны как бы это все получить, не киргизская, а узбекско-киргизской комиссии, и посмотреть, изучить и идти дальше как бы. И тогда, я думаю, что все вопросы снимутся, и мы должны находиться в добрососедских отношениях с нашими соседями. В противном случае это просто потеря времени. Конфликты, войны, мы будем тратить много сил и средств только вот на военные действия, на конфликты. Ну, уже другие страны давно уже развиваются. Мы тоже должны по этому пути. Поэтому ну, вы сказали, что одной из причин не вступления Таджикистана в ЕАЭС является то, что это выгодно, да? Статус-кво, нынешняя ситуация выгодна, какая она есть. То же самое и с границами может быть. Как раз вот из-за контрабанды, из-за многих других вещей, какая-то одна из сторона или некоторые силы, стоящие за этими пограничниками или за теми людьми, которые решают, а им это невыгодно закончить, делимитировать все это. Да, есть такие силы, и те, которые вот и занимаются вот этим незаконным оборотом, транзитом наркотиков и контрабандой. Это вообще Варух, это такая, скажем, яма, да, где собрались вся бывшая непримиримая оппозиция, полевые командиры, все, кто убегает, так сказать, от закона, от
от Душанбе, да, ну, как бы очень легко спрятаться. Вроде как бы и анклав, и не Таджикистан, вроде не Кыргызстан, как бы. И, естественно, они все это нагнетают, они все это провоцируют, и это им выгодно. Как бы, там. И вот очень много даже в самом Кыргызстане люди, которые выступают против того, чтобы вот так быстро не надо решать вопросы и так далее. Может быть, действительно слишком быстро решил Ташиев это все сделать, но 30 лет ждали, и ничего не сдвигается с места, и все к этому привыкают, к этой ситуации, незаконной такой, вот не совсем законной. И вот человек, ну, решил, он много раз говорил, что надо закончить, надо этот вопрос решить. Многие выступают против, даже в Кыргызстане. Чтобы решить проблемы на границе. Ну, говорят, слишком быстро. А сколько еще надо ждать? Ну, я так думаю, мое мнение, чем быстрее, тем лучше. Ну, давайте надо посмотреть, к чему пришли двухсторонние комиссии. Они уже заявили, что там почти 100% якобы там километров уже как бы описано и согласовано, да. И вот там же и президент Узбекистана дал свои сроки, так сказать, чтобы тоже представить. Ну, а узбекская сторона, наверное, послушается своего президента и даст какие-то материалы и предложения. Ну и мы тоже посмотрим. Я не знаю, какие головы у нас здесь говорят, что надо так быстро нельзя подождать. А чего нам надо ждать? Это популисты просто. Это популисты и демагоги, которые вот воду не дадим, как бы там не трогайте там наши земли. Там, вот, А вот у нас уже время осталось немного, 2-3 минуты. Насчет визита в Душанбе, что вы думаете? Первый день, когда вот эти боевые действия происходили, был телефонный разговор, и Садыр Джапаров согласился приехать в Душанбе. Ну, вы знаете, визит в Душанбе, я так думаю, он должен был состояться раньше. Раньше наш президент, в принципе, совершил визиты во все наши соседние страны. Узбекистан, Казахстан съездил, да, ну, как бы вновь избранный президент, там, засвидетельствовал свое почтение, себя представил. Ну, надо было и в Таджикистан организовать визит. Его администрация, его советники по международным должны были ему подсказать, что надо съездить как бы и познакомиться, поговорить. Наверное, бы какие-то проблемы были сняты, и, наверное, бы вот такого состояния двухстороннего сотрудничества, наверное, бы не было. Поэтому сейчас ехать уже после вот этих всех событий, я так думаю, мое мнение, это нецелесообразно как бы получается уже. Давайте подождем, пока Рахмон съездит в Москву. Там какая-то информация, может, будет, там причины, так сказать, чем они довольны, почему так случилось, почему так они агрессивно из-за спины внезапно начали как бы вот такие действия. Ведь мы же тоже все в шоке, да? Но вроде как бы там давно мы такого не видели. И мир такого давно не видел, таких дикого, так сказать, поступков, отношения, да. Как бы. Если бы вот для решения вот этих конфликтов, если бы на месте конфликта встретились, это было бы нормально? Ну, на месте конфликта это уже как бы более-менее приемлемо. Но не ехать в Душанбе. Ну, ехать, я так думаю, уже после всех этих событий, после таких жертв и разрушений, я так думаю, нецелесообразно. Можно на нейтральной стороне где-нибудь в стране. Да, в нейтральной или вот на месте конфликта. Да. У нас и время подошло к концу. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Мирбек Эшалиев, дипломат, экс-консул Кыргызстана в Южной Корее. Он готовил открытие уже посольства, да, когда вы были консулом? Да, открывал посольство. И, кроме всего прочего, футболист, мастер спорта, игрок Алги. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.